Вот тут вот располагался 528-й истребительный авиационный полк. Здесь жили вот офицеры, а солдаты, рядовой состав жил тут вот в казармах. Здесь это был очень боевой такой полк, сформированный в 1942 году, но ему пришлось и, ну, скажем так, повоевать тут на Сахалине, но, как я вам показывала и рассказывала, что авиация наша была неэффективна ввиду того, что японцы окопались в землю, высокая трава, их было не видно. Ну, вот эти вот истребители наши. В музей притащили летчики, подарили музею кресло катапульта, чтобы катапультироваться. Оно такое огромное, его 6 человек заносили. Оно такое железное, оно такое тяжелое, но у нас места нет. Вот я его пристроила в школе, в подвал школьный. Когда-нибудь музей, возможно, будет занимать более просторное место, где мы сможем его выставить, это кресло. Ну, вот история вот с этим капитаном Осиповым. Ой, я ее не буду рассказывать даже. Вы уже потом сами почитаете в интернете что-то про него. Ну, это какой год был? 83-й. В 81-м... Ой, не... Ну, погодите. Да, 83-й. В 81-м году здесь был тайфун Филис, который смыл здесь все в средней части острова. А в 83-м вот такое приключилось с нашим летчиком Осиповым. Ну, надо без флагов сфотографируемся, да? Ну да, место такое, что... Без флагов сфотографируемся. Без флагов.